Национальный архив Якутии в этом году отмечает 100-летний юбилей. Как изменился архив за век, какие передовые технологии используют в своей работе, к каким документам могут иметь доступ граждане и что могут узнать, ознакомившись с данными Всероссийской переписи населения почти 100-летней давности. Об этом мы сегодня поговорим с директором Национального архива Якутии Петром Румянцевым. Петр Васильевич, я приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Бытует такое мнение, что архив – это довольно такое скучное учреждение, где гора документов и доступ к ним ограничен. Вот как вы сейчас с этим стереотипом боретесь? Да, такой расхожий стереотип существует в народе. Ну, что касается горы документов, да, в этом есть только правда или истина, потому что архив постоянно комплектуется, и с каждым годом документальное богатство архива все равно растет. А что касается доступа, этот стереотип уже давно устарел. Уже в середине 90-х годов прошлого века все архивы были открыты. По сравнению, доступ был открыт по сравнению с советским периодом, например. Да? И вот что является? У нас есть сайт архива, да? Сайт очень посещаемый, да? Год примерно более 100 тысяч посещений. Это, я считаю, очень активный сайт, но это показывает тоже интерес граждан, интерес населения к архивам, потому что на сайте у нас и размещены все справочные материалы, справочные данные, путеводитель, у нас размещены архивные описи, да, которые мы оцифровываем постепенно, планомерно. И даже у нас существует проблема с читальным залом. У нас более 20 посадочных мест, да, Подзержинского 41 читальный зал, где хранятся фонды дореволюционного периода. Да? И поэтому очень большой наплыв читателей, исследователей, пользователей, так скажем. И даже у нас образуется очередь. Да? Вот в этом плане, достаточно сказать, что в прошлом году было более 1800 посетителей, пользователей, которые могут каждый день ходить. Чем вызван такой интерес у граждан? Понятно, это интерес к истории, да? Потому что у нас же сейчас происходит переосмысление нашей истории, нашей страны, республики и так далее. Давно уже, с 90-х годов. Да? И потом у нас очень такая специфика республики. У нас очень активное население, да? Особенно с районов и так далее, и из города Якутска. Они интересуются своей родословной. Да? В основном очень много, пользователей, да, интересуются своей родословной и постоянно сидят в читальном зале. Получается, в основном это просто какие-то факты об истории и, в частности, да, конечно, о том узнать, кем являлись наши родственники. Даже не исследователи, научные работники, а в основном обычные граждане, которые интересуются историей своей семьи, историей иногда наследников и так далее, колхозов. Вы уже упомянули о том, что сейчас многие документы оцифровываются. Это наверняка очень трудоемкая работа. Хочется спросить, какой уже процент документов удалось оцифровать? Такой задачи не ставится, чтобы оцифровать весь архив. Это невозможно, в принципе, и в данное время действительно, нереально. У нас первейшая задача – это оцифровать все описи, информационно-поисковые наши средства. То есть они оцифровано более 70% в данное время планомерно. То есть такие справочники, по которым может человек найти, информацию, интересующую ее, заголовки дел. Что касается оцифровки дел, да, мы оцифровываем самые употребляемые фонды, которые пользуются спросом населения. Это, конечно, оцифрованы особо ценные документы, оцифрованы ревизские сказки, это, переписи населения, можно сказать, это материалы по подушной подати, по налогам населения, это дореволюционный период 18-19 век. Оцифровано, советский период, это первая перепись всесоюзная 1926-1928 годов. И у нас есть своя автоматизированная информационная система,
Так вот в эту систему могут сейчас зайти через наш официальный сайт. Но есть, конечно, трудности, там надо зарегистрироваться, личный кабинет создать, и там есть, да, поэтому есть какие-то вопросы у пожилого населения в основном возникают. Но надо только научиться или как-то там все. Вот меня всегда интересовал вопрос, а как в архивах хранят документы? Потому что нужно ведь, скажем так, сохранять их сохранность. Обеспечение сохранности документов, да? Да. Это у нас, конечно, является основной задачей архива. Должен быть, значит, особый температурно-влажный режим в хранилищах, то есть который обеспечивается специальным оборудованием, да, так скажем, кондиционирующим, вентиляционным. Должна быть своя, влажность, я уже сказал, температурно-влажный режим. И, конечно, особая система охраны этих документов, доступа, ограниченный доступ, конечно, к хранилищам имеется. И, конечно, противопожарная безопасность, тоже, которая требует определенных финансовых вложений. Получается, все эти технологии у нас применяются? Да, можно сказать, применяются. Перейдем к переписи населения, о которой вы уже упомянули, 1926-28 годов. Какая информация в них содержится и как она может быть полезна нашим гражданам? Да, это первая всесоюзная перепись была, где-то проводилась года, на протяжении 2-3 лет по переписи. Они опубликованы были, тоже свои. Сейчас это библиотеческая редкость, в библиотеках можно найти. Так, что касается Якутии, там, значит, фиксируется наслег, УЛУС, конечно, у нас район наслег, так, и посемейные и поселенные списки, да, это то есть состав семьи, так, возраст, да, всех членов семьи, возраст, да, людей, которые, в составе семьи на момент регистрации, да, это переписи, так, род занятий, образование грамотный, неграмотный, также иногда бывает местность, и там урочище, где они проживали, вот эта семья, в основном такие краткие сведения, с этих сведений можно отталкиваться для того, чтобы, если история семьи, происхождение, человек хочет узнать, там, пляшет, можно сказать, от этой переписи. Можно и вглубь, так сказать, веков 19 и 18 век, можно и в советский период тоже. И получается, что данные переписи этой населения, они сейчас есть на официальном сайте, и каждый может зайти и узнать какую-то информацию о своих предках. Да, на сайте автоматизированная информационная система архива, туда можно зайти через сайт. Так. Есть документы с грифом «секретно». Чего они касаются, и со временем все ли такие документы могут быть рассекречены? Так, конечно, есть у нас часть документов, имеющих гриф «секретно». В основном это, значит, документы, касающиеся разработки полезных ископаемых, да, геологии, картографии, и вряд ли они пока будут рассекречены в ближайшее время, но в соответствии с законом о гостайне, да, государственной тайне, федеральным законом. Хотя, конечно, федеральный закон о государственной тайне, значит, допускает рассекречивание автоматическое рассекречивание после 30 лет, да, но на самом деле правоприменительная практика другая. В принципе, здесь есть существующие вопросы, проблемы. Хочу сказать, что у нас работает правительственная комиссия по рассекречиванию архивных документов, межведомственная экспертная комиссия. Она работает по своим планам, планомерно, так что рассекречивание, так скажем, постепенно будет продолжаться. Будем так говорить, даже по мере необходимости. Да, потому что там есть определенные моменты, потому что те документы, которые были рассекречены еще в 90-е годы, да, до выхода закона о государственной тайне и так далее, их надо по-новому рассекречивать, потому что хотя архивные комиссии архива не рассекречены, но сейчас это
нелегитимно, как бы получается. Ну, близится 75-летие Великой Победы. Вот какие мероприятия у вас предусмотрены? Так, ну, к этому большому событию нашей страны, республики, мы готовились давно. Ну, скажем так, в прошлом году, в конце, да, Государственным собранием Тюмень была проведена презентация книги, да, основанной на архивных документах, да, ну, в том числе из архива Министерства обороны, который город Подольской Московской области, да, под грифом нашего архива. Это воины-якутяне в Сталинградской битве. Это была, значит, книга издана на средства народных депутатов, на личные средства. Как бы была проведена такая акция в преддверии 75-летия. Так, мы уже подготовлены нами несколько сборников, тоже воины-якутяне, в боях за Жев, да, под Жевом, Смоленск, Каширой, ну, вот, и так далее, да, и другие документы, тоже основанные на архивных книги, вернее, основанные на архивных данных. Так, и в 2018-2019 году нам были сданы в архив рассекреченные документы военных комиссариатов Якутии. Ну и военкомат Якутской АСР, в том числе, да, и вот, они сданы, они рассекречены, там, и мы как-то ввели в нашу информационную систему тоже, как бы, списки, оцифрованные списки призывников, да. И сейчас некоторые можно сейчас увидеть тоже через наш сайт, но мы продолжаем эту работу и, ну, ко Дню Победы хотим, как бы сказать, вот эти списки расширить, ну да, полностью закончить и вот наш разместить на нашем сайте. Угу. Так, ну и будут всяческие выставки, да, статьи, да, работы в печатных средствах, да, СМИ будут, и, ну да, в таком плане. Вот в архивах иногда всплывают такие документы, которые проливают свет на то или иное историческое событие. Вот наиболее интересные вы можете вспомнить? Да, конечно, ну да, вот заголовки дел, да, они, конечно, есть, да, но они иногда не передают содержание этого дела, и поэтому всегда всплывают, всегда и будут всплывать некоторые факты, которые ранее были неизвестны в архивных документах. Ну, например, что за последние годы вот была большая находка была для нас, это, значит, документ 17 века, 1648 года, свиток, да, скоропись, это, значит, документ, письмо, нет, указ сибирского приказа о том, что в Якутский острог направляются стрельцы на ссылку. Это после соляного бунта. Помните, да, вот соляной бунт был в учебниках по истории в Москве. И они были направлены сюда, так, с 1648-49 год, если не помню, да. Так, и потом, как раз в это время вот из Якутского острога начинается вот активная, ну, может, экспансия казаков, да, или стрельцов, да, на Дальний Восток, на Освоение и так далее. И вот так, ну, помните, вот такой сейчас вот Алгуйдах-то вот какие-то в Вилюйском, ну, Вилюйских округе тогда был, значит, в XVIII веке была организована топографическая экспедиция Степана Попова, да, унтер, офицера. Так, ну, и оказывается, в то время уже этот, вот, котлы-то, которые звенящие в Вилюйском округе, ну, помните, там это все, там, тем. А этот факт был известен, и они искали эти котлы, жутящие, звенящие. Ну, была информация уже от местного населения. Так, ну, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь.